Познакомились мы Весной, весной в апреле, в да? апреле месяце. Я училась в Вилюйском педколледже. И как раз иду по коридору, а там Коля. Увидел меня. Я тоже вот этот взгляд уловила, как он на меня смотрит, такая повернулась, он все вот так вот стоит и смотрит на меня, да? А потом через недельку, да, встретились второй раз. В гости я приехала к подружке, и тут он как раз приехал. Открывает дверь, увидел меня и застыл. Я такая сижу, тоже смотрю на него. Ну вот так вот. И пошло-поехало. Познакомились. Вот как говорится, да, любовь с первого взгляда, наверное. И даже сейчас, вот когда, да, у нас какие-то знаменательные даты, и постоянно вспоминаем. А помнишь, да. А ты так смотрела, а ты так шла по коридору. А помнишь, ты обернулась посмотреть, не обернулся ли я? Так вот. И смеемся. Женя Евгений, да, получается, как сокращенно это еще гений. Да, и первый ребенок, я хотелось как-то вот именно, чтобы ребенок был удивительный, чтобы это был гениальный ребенок, да, и имя такое дали, гений, Евгений. Ага. Женька у нас учится на 2-м курсе, студент, Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента, на логиста учится, профессия тоже не случайно выбрана. У нас своя компания занимается автомобильными перевозками, и нам нужны логисты, соответственно, да, поскольку бизнес это семейный, и ребенку мы дали именно. Постоянно вот отцу помогает, что машину сделать, ремонтировать, постоянно. Принести, поднять, подтолкнуть. Машина же большая, там одному человеку очень сложно, конечно. За пару лет возмужал, очень хорошо помогает. Летом, когда у нас отца нету, куда-нибудь уедет там на недельку, да, Женька тут, конечно, за отца. Поэтому я за него вот так держусь и не отпускаю. Увлекается. Он добрый, умный, все умеет, все умеет, да. Он вот у нас всю систему делает, да, водоснабжение. Это все он делал. Там провода все. Я вот один раз наушники порвал, да. Подхожу к нему, спрашиваю, так и так. Пару слов сказал, 10 минут не прошло, он уже сделал мои наушники, получается. Я этому удивился. И давай этому учиться уже. То, что он умеет, я почти все умею. Ну, не все, конечно, но вот учусь еще. Вот гитару хочу научиться до конца. Никита, имя Никита тоже вот как Николай, да? Чуть похоже, поэтому Никитку выбрали. Имя такое? И хотели прадеда, потом подумали, зачем кого-то, чье-то имя отдавать человеку. Опять повторять судьбу человека. Поэтому подумали, Никита, Николай, ну, пускай будет Никита. Никитка у нас был очень такой долгожданный ребенок. Долго-долго мы его ждали, сколько вот жили, да, вместе, сколько ждали. И такой прямо. И как раз в это время мы учились, на юриста учились вдвоем, и все было сложно, конечно, да, и период такой, зима, мы такие беременные ходили, да, учились. О, Коля во всем помогал. Никитка у нас в садик ходит, на кружок ходит. И как по плану, да, после Никитки мы планировали, вот уже 2 мальчика есть, хочется дочку обязательно, да, лапочку-дочку. И вот как запланировали, так у нас и получилось. Викушка родилась. Я люблю рисовать. Я тоже. Я люблю бегать, прыгать. Я люблю играть еще в футбол. Я люблю фрукты есть. Я тоже. И шоколадный тортик люблю. Я маме помогаю готовить сердечко, тортик. Мы пытаемся не запрещать ничего,
Но бывает, что палка перегибается. То есть сына вверх тормашкой может дом поставить. Ну, бывает и такое, но главное, что вот стараемся в любви. Постоянно мы им говорим утром, вечером, постоянно говорим, как мы их любим, как вот и постоянно твердим, вот целуем. Вика, а ты, это твой братик Никитка, это Женька, ты их должна любить, и ты тоже вот так, да, постоянно приучаем, чтобы любили, заботились друг о друге, берегли друг друга. Будут помогать друг другу, многого добьются. Ты сильный и смелый, и самый большой. Ругаешь по делу и хвалишь с душой. Ты друг самый лучший, всегда защитишь. Где надо, научишь, за шалость простишь. Любую поломку легко устранишь, и головоломку ты быстро решишь. Я рядом шагаю, за руку держась. Тебе подражаю, тобою горжусь.